Отвлекает внимание от уголовных дел. Порошенко активизировался во время сложной ситуации в Украине. Придумал, как заменить Зеленского? Экс-президент Петр Порошенко на данный момент активно участвует в политической жизни Украины, неустанно подает премьер-министру идеи по улучшению ситуации, ратует за повышение пенсий, которые он же во время своего правления урезал. Один из пользующихся у публики популярностью новостных телеграм-каналов иронизирует на эту тему. Порошенко набирает себе очки на фоне пандемии. Так Петров передал министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов в отношении предупреждения, контроля, диагностики и лечения коронавируса. Что ж, Порох молодец, время зря не теряет и тем самым отвлекает внимание общественности от своих уголовных дел. Но мы-то помним. И действительно, сейчас наблюдаются активные действия со стороны Порошенко. К примеру, бывший президент Украины сообщил, что вошел в антикризисный штаб, который должен разработать меры по поддержке населения во время эпидемии коронавируса. Теперь под руководством премьер-министра с участием председателя Верховной Рады, представительства Офиса президента, лидеров политических фракций партии парламента, этот антикризисный штаб будет продвигать не лоббистские хотелки, а наработает то, что защитит людей и страну, написал он в соцсетях. Он якобы считает, что антикризисный штаб должен работать с участием чиновников и депутатов, чтобы защитить пожилых людей, медиков и экономику. Ранее Петр Порошенко направил министру здравоохранения Украины протоколы китайских экспертов по предотвращению, контроля, диагностики и лечения коронавируса COVID-19, разработанные на основе практического опыта борьбы с этой болезнью. Отмечается, что документы были получены в рамках межпартийного сотрудничества с китайскими партнерами. Экс-президент Украины также настаивает на перераспределении средств госбюджета. По его словам, это необходимо, чтобы обеспечить медицинские учреждения страны средствами защиты и необходимым медоборудованием. А тем временем Государственное бюро расследований Украины обнародовало список из 13 уголовных дел, в которых фигурирует фамилия Петра Порошенко. Бесконечное число фраз вроде «Украина должна защитить малоимущих» было брошено нардепом, но что он в действительности сделал? Возможно, если бы Порошенко до сих пор был бы при власти, то Украина бы действовала по принципу Швеции и Беларуси. Не было бы карантина, и ситуация была бы еще хуже, чем в Италии, поскольку тенденция говорить, а не делать прослеживается на протяжении всего времени работы Порошенко. Стоит отметить, что нынешняя политическая деятельность Петра Порошенко действительно волнообразна. Как только Владимир Зеленский упускает какие-то моменты или же появляются проблемы, которые ему предстоит решить, Порошенко тут как тут с новыми идеями и планами по спасению страны. А в моменты, когда ситуация стабильна и действующий президент справляется, не вызывает у народа сомнений, экс-президент выжидает своего момента.